а то, что тут нет, соблюдается 1,5 метра, нет. Нет, здесь это уже нарушение. Ни дистанции, ничего. Нет, да, я понятно, я вас смотрю. Ну, то есть здесь вот вы сейчас нарушение зафиксировали? Да, по 3.8 и по 20.6.1. Это уже видео, мы честно передадим ему акты осмотра, фотоматериалы и видеозапись. Это у нас по расстоянию, да, между людьми? Нет, здесь, да, расстояние между столами, расстояние между клиентами. Можно сказать, даже развлекательные какие-то мероприятия идет, хотя они запрещены по указу главы 1294, по-моему, 27 апреля. 19 объектов торговли и общественного питания, из них выявили 14 нарушений. По 11 из них мы провели профилактические беседы, так как посчитали, что они несущественны. Это частичное отсутствие разметок. В некоторых местах проводились какие-то мероприятия. Скажите вот сами, честно, вот скопление сидит, вы думаете, это нормально? А как Вы здесь ответственны за это помещение, понимаете? Вы ответственны именно за тех людей, которые уже сюда пришли. У них есть бабушки, дедушки, понимаете? Они молодые, они сейчас пойдут и будут заезжать. Поэтому должен быть контроль, чтобы расстояние нормально. Чтобы делать хотя бы нормально, если что, на фоне живая музыка. Хотя музыкальные мероприятия запрещены вообще. Музыка должна играть только тихо на фоне. Возле столиков люди сами танцевали, и это является нарушением. Но в данных случаях мы акты не составляли, просто провели с ними беседу о том, что вот дискотеки такие мероприятия нельзя проводить. Они были сразу приостановлены. Так, снимаете, вообще не могу понять. Почему? У нас есть видео. Еще Рожина появилась, ваши шеи. Нахуй! Вы зачем здесь? Мы сейчас ходим, получается, с журналистами, да, вот. Хотим понять, почему до сих пор отмазывают сигналы, до сих пор жалуются. Но когда мы приходим, да, почему у вас до сих пор закрытый режим? Ты сначала учись нормально говорить. Закрытый режим, потому что нас домофон установили, потому что мы проводим людей. Ой, мужчина, вы что? Без камеры. Нет, без камеры. Отойдите, пожалуйста, отойдите, пожалуйста. Тут нарушение в чем? Смотрите, допустим, если идет живая тихая музыка на фоне, да, человек играет, да, но сейчас даже по указу главы любые развлекательные мероприятия запрещены вообще абсолютно. Но у нас, к сожалению, тут эта музыка играет, люди танцевали, то есть автоматически общепит превращается в место развлекательного заведения, как клуб, понятно, да? То есть это уже будет основание для составления протокола по 3.8 либо по 20.6.1. Здесь в идеале, то есть, да, люди должны были только сидеть и кушать, то есть не танцевать, да. И смотрите, скопление массовых людей, то есть ничего не соблюдается. Ну все понятно, да? Такая, скажем так, крайняя, скажем так, самая жесткая мера, которая может быть принята в отношении этих заведений, которые работали после 12 часов. По 3 объектам, которые работали после 00 часов, мы по ним составили акты. Будем дальше проводить проверку и составлять или не составлять протокол. Это уже будет решать облучист, мы будем материалы им передавать. Приостановление работы? Приостановление деятельности может быть только если они повторно привлекаются. То есть ранее на них уже был составлен протокол и уже вынесено судебное решение или там предупреждение, неважно, или же штрафные санкции от 30 там, до 300 тысяч рублей. На выход. С нами Сейчас такси ждем, вызываемся. Да, все выходят. Да, мы уходим. Подождите, пожалуйста, мы все сейчас выгоняем. Сейчас только все заплатим. Видите, да? То, что до сих пор продолжает работать, и пока мы не пришли, то она так и работала. Ага, нарушение по времени, да? По времени, да. И это чем чревато? Это закрытием до 90 суток. Ну, тут у них еще, по-моему, до этого нарушения были. Ну, то есть, не по-моему, а точно. И у нас данные есть уже, поэтому суд решает, да. В суд подаете о том, чтобы закрытие. Да.